Avezdurdi Muhamedberdiyev. Born in 1949, sociologist Avez Muhamedberdiyev received his PhD from Russian Academy of Sociological Sciences. He went on to become the head of Philosophy and Sociology Department at Turkmen State University. Avezdurdi Muhamedberdiyev is a pioneer of sociology in Turkmenistan and the only doctor of sociology in Turkmenistan up to date. Я очень хотел рассказать о дружбе интеллигенции, который собирал вокруг себя дурды, и особенно его он считал своим наставником Иззат Назарович. Мы часто собирались у Иззат Назаровича. Вот здесь я еще одну фотографию хочу показать. Здесь мы у Иззат Назаровича мастерской. Вот здесь немного людей. Здесь, но тех, которые сидят, вот Дурдумамед Ираев, известный режиссер, вот, который с края сидит. Дурды сидит рядом. Потом Худайберды Дурдыев, писатель, публицист. Иззат Назарович в центре сидит. Рядом сидит заслуженная артистка Туркменистана Огурдурды Мамедкулиева. Потом народный писатель Туркменистана Атамурат Атабаев. Это известный художник, туркменский художник и известный в России, лауреат Государственной премии СССР, своего рода, Бердыгули Амансахатов. В середине это я стою. И Халмамед Какабаев, кинорежиссер. Вот я сегодня тоже смотрел, вот с тех, которые сидят здесь, Дурдумамед, Турды, Худайберды Дурды, Иззат Назарович, Угурдурды Мамедкулиева. Уже этих людей нету. А про Дурдумамеда он такие спектакли ставил, о котором и сегодня говорит туркменская интеллигенция. А Дурды особый разговор. А вот Худайберды Дурдыев. Его одно произведение «Ковчег разума», посвященное Махтумкуле, вот он очень издан был и на туркменском. Он владел одинаково красивым туркменским языком, классическим туркменским, литературным туркменским языком, и также красивым русским языком владел. Он на обеих языках и говорил, и писал. Он был известным человеком, своего рода министром культуры, он был секретарем по идеологии Центрального комитета Компартии Туркменистана. Иззат Назарович — это гордость туркменского народа и Туркменистана, это отдельно. У Дурды она создала такие образы и в кино, и в театре, и до сих пор. Но это про остальных. Вот я хочу сказать про тех, кто здесь на этой фотографии запечатлены. Мы все, обратите внимание, все смеются, все. И вот такая веселая компания была. И такие же встречи происходили у Дурды в мастерской. Я помню, как он писал портрет Угурдурды, я помню. Я помню, как он писал портрет Аттагильды Гарьякдыева. Это я свидетель, когда его портрет, когда он писал. И еще я Худайберды Дурдыева портрет, и его жены портрет, вот когда он писал, я это постоянно видел его за этими работами. Но у него целая галерея других работ. Мне поражала его, например, работа известная. Наверное, другие портреты тоже все заслуживают похвалы и, наверное, отличаются своеобразием. Но вот его одна работа меня постоянно поражала. Это портрет Бахши Джурменев. Он один из тех туркменских представителей туркменской интеллигенции,
очень много сделал. Он переводчиком был известным, он переводил классиков, можно сказать, в то время, в советское время, марксизма, ленизма, но он очень интеллигентным человеком был. И вот на этом портрете видно его внутренний мир. Я этого человека не знал. Я УПА, его сына знал, а вот самого Бахша Джурмёнет я просто его переведенные им книги читал, но самого Бахша Ага я не видел. Но на этом портрете, вот этот портрет как бы приближал ко мне этого человека. Я вот поражался, как Дурды мог передать суть, внутреннюю одухотворенность, его внутреннее содержание, передать через такое, это, видимо, только великим мастерам это удается. Вот я Дурды всегда говорил об этом. И еще одна деталь, вот ни один, наверное, у меня, например, нет такого, что настолько он аккуратен. Он скрупулезно каждую картину, кому что дарил, кому что подарил, где находится. У него все это буквально он записывал четко. Всегда у него, он открывал свой блокнот, он видно, что какая картина, где находится. Он свои картины, как своих детей, наверное, любил. Я бы сказал, есть художники, которые как делают из своего искусства промысел, а не искусство. А Дурды создавал искусство, он это понимал. Он картины свои не любил продавать. И даже, я не знаю, редко он, наверное, не продавал. Даже я не видел, чтобы он кому-то подарил. Он дарить тоже не всегда. Он был в этом смысле, он даже жаден. Он оставлял у себя там в основном картины для своих. У него целый вот, мастерской портреты стопками там. И он необычно на холсте, на подрамнике. Все работы закончены в виде, уже соответствующей рамой. И он подбирал специально рамы для своих портретов, созданных ими портретов. Но мне кажется, очень много сыграла роль ваша мама. Потому что и они очень любили друг друга. И Дурды показывал свою любовь, он постоянно. И у него, наверное, целую серию можно сделать из портрета вашей матери. И он любил своих внуков, дочерей, вас. Ваш, наверное, я не знаю, сколько вот портретов он писал, каждый из вас. Но я видел, что он показывал вот это. Вот, говорит, недавно от внука я написал портрет. Когда он не сидел просто так, он писал не только на холсте масляным краскам, он очень любил, кстати, писать пастелью, цветными. Вот очень у него была целая серия таких графических работ. Действительно великий мастер. Вот сегодня, когда он не любил, когда произносил при нем слово «велик», но я хочу сегодня вот воспользоваться случаем, что Дурды был великим человеком, великим художником. И очень много сделал для туркменского народа. Потомки, я уверен, что потомки будут гордиться, что у туркменского народа был такой сын, как Дурды Байрамов. И горжусь тем, что являюсь представителем того народа, который подарил миру таких известных людей, как Иззат Назарович Кылычев, как Дурды Байрамов, Джума Дурды. Ну, таких людей, которых вот, в Джумы мы в студии сидим, в мастерской сидим. Вот я горжусь, что я принадлежу тоже этому народу.